Как бережно относиться к природе и почему экологическое будущее за подрастающим поколением? Сегодня эти вопросы обсуждали на встрече с Вячеславом Фетисовым учащиеся Республиканского центра экологического образования. Юные воспитанники засыпали вопросами прославленного хоккеиста, а ныне заместителя председателя комитета Госдумы по экологии. Позже тему природосбережения подняли во время экскурсии на лесоперерабатывающем предприятии. Федерального гостя впечатлило деревянное домостроение и его перспективы. Татьяна Супряткина продолжит. На встречу с прославленным хоккеистом, а ныне политиком и защитником экологии собрались юные любители природы. Они уже знают, что хорошо для природы, а что нет. Лучше взрослых отвечают, почему нельзя бросать пластик на землю, а реки нельзя загрязнять. Это воспитанники Республиканского центра экологического образования. Здесь они занимаются круглый год. На вас у нас большая надежда, ребят. Мы уже столько намыслили в нашей жизни. Осознанно и неосознанно, такова жизнь. Идем, покупаем игрушку ребенку, а там упаковка по 10 килограмм, а игрушечка такая маленькая. Вроде красиво, на самом деле. А потом, куда этот пластик попадет, мы даже соображать не хотим. А люди, которые производят, им лишь бы заработать денег. Участники всевозможных конкурсов и олимпиад. У этих ребят пытливый ум, а потому стараются задать как можно больше вопросов почетному гостю. Спрашивают обо всем, даже о том, какие питомцы были у легендарного хоккеиста. Вячеслав Фетисов отвечает обстоятельно, не пропуская ни одного вопроса. Но главная мысль, ради которой и затевалась встреча, остается неизменной. Именно от этих ребят в будущем зависит экологическая обстановка нашей страны. Это здорово, чем вы занимаетесь на самом деле, ребята. Вот природа – наш общий дом. Мы с вами часть этого дома. Да? То есть мы маленькие частички, но мы все вместе можем сделать многое. А природа сегодня, как уже сказал Вячеслав Александрович, очень остро нуждается в нашей защите. На память о встрече рядом с центром гости высаживают саженцы. В этом деле их активно консультируют юные экологи. Памятное дерево Вячеслав Фетисов посадил и на территории лесоперерабатывающего предприятия. Ознакомился с производством, увидел, как сушится древесина, идет изготовление пеллет. А еще здесь же будут производить деревянные конструкции жилых домов. Ехал с опасением, можно сказать, понятно, первый раз приезжаешь, но я уезжаю в восторге от того, что я увидел. На самом деле это как раз и связано с будущим. И сегодня здесь видим и импортозамещение, здесь видно перспектива того же деревянного домостроения, биотоплива, которое так или иначе будет темой номер один в ближайшей перспективе. Это тот самый энергопереход. И уже и президент дал поручение. Мы видим, что поручение рождается на базе того, что уже есть. На самом деле, здесь самое главное производство. Мы все хотим жить в деревянных домах, так или иначе, кто-то, чтобы квартира, дом или как дача. Но в нашей стране это нужно, и мы, тем более лесной регион, мы должны именно это направление и развивать. Руслан Николаевич показал мне проект спортивного комплекса, тоже из деревянного бруса. Это спорткомплекс будущего, так я увидел. Надеюсь, что как раз федеральный центр подхватит как проект уже достаточно хорошей проработки, чтобы в городах 100-тысячниках, 200-тысячниках было место притяжения. То есть он красивый, он современный, он многофункциональный и будет востребован. Проекту деревянного спорткомплекса пока еще лишь пилотный вариант, а по домостроению республика уже тесно сотрудничает с федеральным центром. Идет поиск необходимого оборудования. В условиях санкций поставки ограничены, а вот с сырьем проблем нет. Производство может стать безотходным. Все, что останется после пиления, пойдет на изготовление пеллет и брикетов. Спрос на деревянные дома очень большой, заказы уже не только из республики. Доступное и экологически чистое жилье сегодня снова в тренде. Татьяна Супряткина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.